Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем вы сейчас не знаете? Что именно сейчас от вас скрыто? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на секреты и тайны в своей жизни, вокруг вашей жизни. И давайте все узнаем. Зачем нам все эти тайны и секреты? Да? Нам нужно все знать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе, давно такого не видела. Ох. Ну, давайте пойдем с основания рисунка. В основании рисунка у вас прекрасная картинка, что за вами какой-то человек гоняется. Может быть, в прямом смысле слова кто-то за вами бегает, а может быть и в переносном. Да? Какой-то человек хотел бы вас найти, с вами поговорить, что-то вам предложить. Да? Вот прям по вашему следу бежит этот человек, за вами бежит этот человек. И этому человеку вы прям позарез нужны. А вы, как говорится, ни сном, ни духом. Об этом не знаете. Возможно, это человек кому-то недавно обращался, кому-то из ваших знакомых. А ваши знакомые просто взяли и отморозились. Да? Не сказали этому человеку ни как вас найти, ни где вас найти. И вам, в свою очередь, тоже ничего не сказали. Какие-то у вас знакомые, если честно, не очень. Простите меня, конечно, но не очень. Это гадко, это подло. Вы все равно об этом узнаете. И не только с моей отсыпочки. Вас этот человек догонит, потому что он бежит за вами вправо. Он 100% вас догонит. И вы его расспросите, обязательно расспросите, кому он обращался, где он вас искал, у кого он вас искал. И вот прям запишите этих людей и не забудьте у этих людей прям в глаза поинтересоваться, почему они вас не поставили в известность и почему они не помогли этому человеку вас найти. Здесь вы ничего не потеряете, как время не будет потеряно, а то, что потеряно, все равно все наверстается. Но сам факт, да, что человек знает, что человек имеет возможность, даже хорошо, ты не знаешь, там, не хочешь рисковать, к вам же можно обратиться и сказать: ты знаешь, вот тебя такой-то, такой-то искал, интересовался тобой, да? Хотя бы вас поставить в известность. Ничего не сказали, промолчали. Этот человек обращался к нескольким людям, и несколько людей, не сговариваясь, понимаете, о чем говорю, не сговариваясь, никто ни вам не сказал, ни этому человеку ничего не сказал. А человек вас ищет по очень важному делу. Здесь очень хорошее предложение на кону, очень хорошее, выгодное и для вас, и для этого человека. То есть, понимаете, какой уровень зависти, подлости и мерзопакостности среди ваших знакомых. Да, а я вам скажу, специально это сделали. Прям тут даже вот энергетика такая идет, понимаете, вот как это, да, она шанс получит, у нее возможность будет, она денег заработает, а как я буду с этим жить, зная, что она там зарабатывает, либо у нее там все получилось. Не, лучше промолчу. Потом какую-нибудь отмазку придумаю, а лучше промолчу. Вот такие, понимаете, уровень ваших знакомых. Не всех, конечно, слава богу, но есть. Вот такие персонажи есть. Не забудьте с них спросить. Вот, пожалуйста, спросите, не стесняйтесь, спрашивайте. Так, дальше. Еще что от вас скрыто? Ну, здесь какой-то мужчина с обширными планами на вас. Он эти планы от вас скрывает. Может быть, вообще вы еще с этим мужчиной вот как-то близко не познакомились. Вы этому мужчине очень-очень понравились. Мужчина вас видит, ну, как минимум своей любовницей, ну, а как максимум женщиной своей жизни. Понятно, что вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но у него к вам сильнейший интерес. Сильнейший интерес, сильнейшее влечение, притяжение и желание. В сегодняшнем дне именно в таком ключе.
Вот хочу, я ее хочу, покорила, поразила, поселилась у меня в голове, я ничего с собой делать не могу. Надо как-то мне организовать встречу, свидание, да так, чтобы она мне не отказала, да так, чтобы она охнула и ахнула, да так, чтобы она ко мне прям в руки упала, да, как спелое яблочко. Есть такое, девочки, есть. И он еще с каким-то мужиком об этом разговаривает, скорее всего, с другом, со знакомым своим, и вот прям советуется, да, вот как мне ее покорить, как мне ее своей сделать. Вот прям он ему жалуется, говорит, ну прям тело ломит, да, все болит, все тоскует по ней, вот хочу ее, хочу, вот прям, ух, как я ее хочу, да, такие разговоры ведет. Но покорили вы мужчину, Господи, влюбили в себя. Это нормально. Для такой красивой женщины это нормально, это естественно, естественно. Но что сказать, он движется с левой стороны в правую, не сейчас, может быть, там, в течение нескольких дней, недель. Ну, понятно, что у каждой по-своему отыграется, да, он зайдет в вашу жизнь, но, честно сказать, зайдет как-то скромненько. Вот то, что у него сейчас в голове, и то, что он сможет реализовать, ну, это прям вообще вот так, крошечка, да. Порыв, ого, какой, а реализация, ну, просто вот там на троечку, извините. Но видите, как не всегда наши желания могут реализоваться так, как мы их вот прям задумали, спланировали. Я не могу сказать, откажете, примите, это вам не песок не показал, но то, что он будет двигаться, то, что он вам будет предлагать, ну, общаться, встречаться, там, свидание, это точно, это будет. Нацелен, этот мужчина нацелен на вас. Как там выйдет, ну, это только вам решать. Примите, пошлете, да, это вам уже решать. Так, кто у меня работает, ежедневно ходит на работу? Смотрите, там женщину показывают, такую в теле, не худышка, в теле. И эта женщина, она как-то, она встревожена по поводу вас. Давайте так скажем. Я не могу сказать, что она вас там не любит, либо не могу сказать, что она вам завидует. Скорее всего, она вас как-то побаивается, либо опасается. Был какой-то разговор, где вас очень сильно хвалили, где вас ставили в пример, где там, может быть, какой-то руководитель, начальник, либо уважаемый коллега там рассыпался в вашу сторону в комплиментах. Возможно, это даже был заочный разговор, да, вне вашего присутствия. Вот. Она это все слышала, она очень сильно распереживалась, потому что у нее какие-то серьезные карьерные планы, и вот ей кажется, что ну, благодаря вам, либо из-за вас, да, этим карьерным планам будет сложно осуществиться, реализоваться. Она в таком состоянии, знаете, вот не знает, как поступить и не знает, что ей делать. Если вы не планируете какого-то карьерного роста, либо вы не планируете вообще оставаться в этой компании, может, хотите уйти, перейти, там, не знаю, выйти замуж, уйти в декрет, вы лучше вот прямо эти свои планы озвучьте в женском коллективе, чтобы она тоже их услышала. Не надо конкретно к ней подходить, если вы понимаете, о ком я говорю, просто так, чтобы она слышала, чтобы она успокоилась. Понимаете, у нее уже болеть начала, под ложечкой сосать, да, вот эти мысли о вас, что ага, ее так хвалили, ее так восхваляли, да, она умница, да, она молодец, да, она лучше, чем я. Да, это все может перейти в зависть, а зависть, вы понимаете, самое худшее чувство, которое может испытывать человек. Оно травит душу, мозг и вообще все на свете травит, токсичное чувство. Если она услышит именно от вас, что я там не планирую, не хочу, там, хочу на другую работу уйти вообще из этой компании, там, в другую куда-то устроиться, то она успокоится. Она вам поверит, она успокоится. Это важно, девочки. Потому что сейчас у нее повышенный уровень тревожности на вас. И это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, у кого женщина, начальник такая полненькая, у кого-то так отыграется, то эта женщина, она завидует вам, вашему мастерству и понимает, что на вашем фоне она прям выглядит очень непрезентабельно. И это тоже беспокоит. Может быть, вам как-то следует, опять же, поговорить, либо в ее присутствии что-то такое сказать, чтобы она успокоилась. Пока она ничего не делает, но вы понимаете, да, тут такой маленький шажочек, да, и все полетит тартарары. Могут быть неприятности с этой женщиной. Ну, покажите ей, что вы не опасны, покажите, что вы там, не претендуете, не метите на ее место, успокойте ее. Это в ваших силах, это в ваших руках.
Да. Так, дальше. С правой стороны. С правой стороны вы не знаете, что кто-то готовит вам сюрприз. Сюрприз, подарок, может быть, даже как поездку. Поездка как сюрприз. Либо вывести вас там по магазинам, с вами прогуляться, куда-то вас позвать, пригласить. Это кто-то близкий вам. Кто-то близкий. Но если вы замужем, то однозначно муж. Если вы живете в семье, то либо родители, либо дети. Ну, человек, который вас любит, хорошо знает, любит. Он знает, что вам принесет удовольствие и радость. Вот это для вас и планирует. Вот это для вас и будет. Кстати, у кого-то отыграется, что, может быть, родители ваши что-то вам приобрели, либо какие-то ваши родственники, там, братья, сестры, там, тетушки, дядюшки, дети взрослые, да, что-то приобрели, вот прям ждут, пока вы там приедете, либо будет возможность встретиться, чтобы вам отдать. Здесь именно сюрприз, здесь именно подарок с большой любовью, с большой нежностью в вашу сторону. Вы-то, может, сидите и думаете: ах, никто меня не балует, ах, никто меня тут не ценит, не любит. А любят. И любят, и ценят, и благодарны вам за все, что вы делаете. Благодарны. Да, может быть, не говорят, вот не говорят ежедневно, ежечасно, ежесекундно не говорят. Но тем не менее, все люди умные, все люди с головой дружат, все понимают, какую роль вы играете в их жизни. И как вы им важны, ценны и любимы. Это есть. Это есть. Если вам не говорят ваши близкие, что вы там любимая женщина, любимая мама, любимая дочь, это не значит, что это не так. Наоборот. Просто, Господи, у нас вообще не принято, да, не принято друг друга там обнимать, целовать и говорить о любви. К сожалению, такое воспитание, не знаю, что у нас, такая специфика жизни, как-то так оно сложилось. Это, конечно, нехорошо, но тем не менее, вот для вас, вот кто зашел на мою цыпочку, знайте, что вы для вашей семьи, для ваших близких людей, вы самый любимый, самый близкий человек номер один, да, в их жизни. Это так, это так. Еще от вас скрыто, что один женатый, либо замужний, да, если смотрит меня женщина, то мужчина, если смотрит меня мужчина, то женщина. А человек не свободен, абсолютно не свободен, глубоко женат, либо замужем. У человека есть дети, у человека есть обязательства, у человека там просто, я не знаю, дом полная чаша. И человек вас давно очень любит, вынужден скрывать свои чувства, вынужден даже какую-то занимать позицию, не знаю, там, равнодушного человека, либо наоборот критикующего. На самом деле человек вас очень-очень сильно любит, не имеет на вас никакого, ни морально, ни этического права. Это очень больно для этого человека. Все, что может этот человек, это просто о вас мечтать. Мечтать и прятать свои чувства. Смотрите, недавно с этим человеком у вас прям какая-то напряженка случилась. Либо раскритиковал вас этот человек, либо как-то косо на вас посмотрел, может, грубо что-то вам сказал, либо сказала. Человек прям со всех сил старался скрыть свои чувства. Смотрите, говорил грубость, либо критика была, а с другой стороны хотелось вот прям броситься на вас, вот так крепко-крепко к себе прижать и целовать, не отпускать. Но, к сожалению, есть вон хвост обязательств, 100% не свободен и не имеет права вам говорить о любви. Почему такую форму выбрал общения? Так проще, этому человеку так проще. Что прям совсем он очень боится, либо она очень боится, что кто-то узнает, либо догадается, что есть чувство к вам. Вот. И хочется, и колется, да, и в том же духе. Нет, человек этот вам нейтрален, я не могу сказать, что прям нравится, симпатичен, либо что вы там не любите этого человека. Нет, просто нейтрально относитесь. Да, знакомы, да, видитесь, да, может быть, вместе работаете, либо живете по соседству, может быть, даже в каких-то, скажем так, взаимоотношениях находитесь. Но вы считаете, что этот человек вас недолюбливает, критикует, такое. Вы не обижаетесь. Нет, я не вижу с вашей стороны обиды. Скорее, как воспринимаете такого строгого человека, который иногда вас там задевает. Вот. А на самом деле вас человек этот очень сильно любит. Он будет нести эту тайну всю свою жизнь, да, вот глубоко у себя в сердце. Так и не признается. Не признается. К сожалению, не признается. А может быть и к лучшему. Да. Вот возьмет, да и признает, что вы будете делать. Тоже, да, ситуация.
Ну ладно, то его проблемы, либо ее проблемы вас они совершенно не касаются. Просто каждый раз, когда этот человек вас критикует, либо как-то вот выражается в вашу сторону, это он так скрывает свою любовь. Так, идем дальше. От вас скрыто, что какой-то ваш труд, либо какое-то ваше детище, начинание, ваша работа, ваше увлечение могут приносить вам прибыль и будут приносить вам прибыль. Что-то вы умеете делать, либо что-то вы делаете, что можно выгодно, не знаю, продавать, реализовывать, можно, может быть, обучать этому других людей, зарабатывать на этом неплохие деньги. Опять же, может быть скрыто, что вы уже что-то сделали, и за это вам хотят заплатить. Да? Это кому-то понадобилось, кто-то хочет это купить, кто-то хочет за это заплатить. Поэтому еще придут деньги, еще придет прибыль. Так, а для тех, кто занимается бизнесом, и причем занимается не очень удачно. Есть такие люди, что-то не получается, что-то не сходится. Может быть, вы занимались и бросили, а может быть, вы еще до сих пор пытаетесь что-то вот прям спасти, реанимировать. От вас скрыто, что ситуация скоро поменяется. Поменяется настолько, что именно ваш бизнес, именно ваша работа станет очень-очень востребованной. Так что прям люди повалят, такая человеческая река потечет к вам, к вашему дому, к вашему офису, либо где вы там находитесь. Что-то поменяется, глобально поменяется. Идет высокий уровень востребованности именно того, чем вы занимались, либо того, что вы производили, того, что вы делали. К вам пойдут. Вот ваше, знаете, как говорят, ваше время, да, наступит ваше время. Вот когда вы сможете расправить крылья, раскрутиться, заработать, построить действительно стабильный, приносящий доход бизнес. Такой, знаете, непрогораемый вариант. Это время наступит не сейчас, не в этом месяце, да, может быть, даже и не в следующем, но чуть попозже. Что-то глобально поменяется, вот так, знаете, в масштабах, не знаю, страны, в масштабах мира. Что-то поменяется, и да, вы заново начнете, либо у вас наконец-таки будет все получаться, все будет именно не уходить не впустую, не в ноль, не в минус, а именно в плюс. Так, мужчина рядом с вами. Мужчина рядом с вами. А он что-то прячет от вас. Очень похоже на мужа. Очень похоже. Мужчина, с кем вы живете. Да? Давайте так. Что-то от вас прячет, что-то скрывает. У одних девочек отыграет, что он у вас тайный эротоман. Может, у него там эти журналы для взрослых, либо там какие-то видеофильмы. Да? Что-то есть, что-то прячет. Прячет свои сексуальные фантазии, 100% прячет. А у других девочек отыграется, что у мужчины есть заначка. Причем заначка нехилая. Девчонки, поищите, вы найдете. У вас нюх на это дело. Да, просто поставьте себе задачу, и вы найдете. Может быть, не сразу, но вас ваша интуиция приведет туда, где у этой белки дупло. И я вам скажу, там есть что взять. Так. Кстати, у кого-то сын, подросток, тоже может таким заниматься и что-то от вас прятать. Такой у него схрон есть, и он туда все. Найдете, девочки. Кто поставит себе задачу, здесь 100% найдет, я даже не сомневаюсь. Тоже тут показано. Просто очень удивитесь находке. Вернее, тому, что там спрятано. Да. Так, здесь какая-то ваша подруга, какая-то ваша знакомая женщина чего-то вам не договаривает. Не договаривает. А у вас вопрос был недавно к ней, либо вы так задумались над ее ситуацией, что-то вот она вам рассказала, вы думаете, ой, что-то не сходится, что-то странненько. Знаете, как заподозрили вы ее. И это так, это есть на самом деле. Она вам действительно не договаривает. В какой-то момент она решила слукавить, либо соврать. А потом это все вот понеслось, наросло, набежало. И теперь она просто боится признаться. Но вы узнаете, что она вам не договаривает, будет дилемма, как поступить. Если вы ей в лицо скажете, вы поругаетесь. Если сделаете вид, что ничего не знаете, но как-то
Ну, не знаю, как вы на нее смотреть будете, как вы с ней будете общаться. Но все время будете об этом думать. Очень сложно будет выйти из этой ситуации. Очень сложно. Ну, здесь вы ни при чем. Это же она первая начала тут секреты, тайны. Что-то есть, что-то она вам не договорила. А знаете, почему не договорила? Ей как-то было неудобно, стыдно, неудобно, либо не хотела в грязь лицом ударить. Да. Но все равно, если дружба, если вы так прям делитесь секретами, зачем мне договаривать? Вы же не глупая, вы же все понимаете. Она не хотела вас обидеть, она просто хотела немножко там, не знаю, как-то тень на плетень навести, да, что не такая уж я херовая, либо не так уж у меня все плохо, да, либо не такая уж я и глупая. Но вот есть такое, есть, что-то она вам не договаривает. Еще здоровье. Я, конечно, не очень люблю такие темы на общих гаданиях, но раз идет информация, должна сказать. Смотрите, вижу, что кто-то из вас зазря какие-то таблетки принимает, которые, ну, скажем так, не приносят положительный эффект, а скорее даже там, на печень, например, влияют, да, на какой-то орган влияют. То есть вместо пользы приносят какой-то вред. А вы их, ну не знаю, то ли сами себе назначили, то ли вам какой-то дилетант, доктор их назначил. Вот. Вы от этих таблеток не чувствуете себя лучше. Наоборот, скорее всего, еще удивляетесь, да, что вот я пью, а ничего не происходит, только вот хужеет мне. Сходите лучше к нормальному, адекватному доктору, проконсультируйтесь, перепроверьте диагнозы и вот это назначение этих таблеток. Если вы сами себе что-то назначили, ну вот, да, самоназначение там, через интернет, через какой-то ТикТок, да, что там вам там рассказали, вы такая, о, похоже на мою ситуацию, на мою проблему, значит, пойду куплю, буду пить. Ребятки, прекращайте, ну так нельзя. Так нельзя, идите к доктору, идите проверьтесь, пусть вам конкретно диагноз поставят, и вообще пусть вам объяснят, можно эти таблетки пить или нет. Просто идет такое ощущение, что вы что-то принимаете, что вам никак не помогает, а наоборот даже какой-то вред причиняет. Тут не нравится мне эта картинка, вообще не нравится. Но я, конечно, ее закрою, но опять же, я же не могу у вас таблетки эти отнять. Не рискуйте, это большой риск. То, что вы сейчас делаете, это большой риск. То есть вы принимаете медикаменты, опять же, даже не обязательно таблетки, может быть, вы какие-то народные средства используете, да, нетрадиционную медицину. Лучше вам не становится, а наоборот, даже хуже становится. Вот прекращайте, идите проверяйтесь, пока вам доктор не подтвердит, не надо этого делать. Не надо, что мне прям вообще это не нравится. Ну и, пожалуй, самый важный момент, что от вас скрыто. Вас ждет подарок от судьбы. А у каждой, конечно, по-своему он отыграются, но мне вообще идет как какое-то исполнение давно загаданной мечты. Вот когда-то что-то вы попросили, либо когда-то о чем-то вы мечтали. В прошествии времени вы поняли, что это невозможно, невыполнимо, неосуществимо. Скорее всего, немножко как подзабыли эту свою мечту, это свое желание. А время пришло. Вашей мечте, вашему желанию исполниться. У вас это ваша мечта, это ваше желание исполнится в ближайшие 3 периода. 3 дня, 3 недели. 100%. 100%. Это будет для вас очень приятным подарком и очень большой радостью. Но это очень хороший знак. Я вас с этим поздравляю. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.